Добрый день всем! Сегодня мы с вами поговорим о очень интересных направлениях логопедических диагнозов, таких как дизартрия и дислексия. Данная тема возникла, конечно же, не спонтанно, в связи с тем, что очень часто родители, приходя к нам в консультационный центр на консультации, задают вопрос: а что же такое дислалия, что же такое дизартрия, что же такое дислексия, чем они отличаются между собой и почему именно такой выставлен диагноз ребенку, а не какой-то другой. Поэтому сегодня мы постараемся ответить на все вот эти возникающие вопросы, которые возникают в ходе обследования, в ходе приема у специалиста, у логопеда, у невролога. И разберемся, что же такое дизартрия, чем она отличается от дислалии и каким образом она возникает. Также поговорим с вами о дислексии, поскольку это достаточно сложный такой диагноз, и который без коррекции сам по себе не проходит. Итак, что же такое дизартрия? Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, которое обусловлено органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Если говорить простым языком, то дизартрия – это нарушение звукопроизношения у ребенка, которое обусловлено тем, что было какое-то органическое нарушение, и речевой аппарат плохо иннервируется, то есть нет связи между мозгом, между очагами такими речевыми и непосредственно речевым аппаратом. Итак, нарушение дизартрии в первую очередь возникает на основе органического нарушения вообще речевого аппарата. И первое – это, безусловно, травмы, которые были у ребенка, либо во время беременности мамы, либо уже после этого. Далее это могут быть различные инфекции, это могут быть различные интоксикации, гипоксия или, как вот еще говорят, кислородное голодание мозга, когда ребеночек находится еще в утробе мамы. Детский церебральный паралич, который чаще всего и вызывает дизартрическое нарушение. Локализуется, то есть находится это поражение в корковых отделах речевого аппарата, в коре головного мозга. То есть это те проводящие пути, как раз, которые отходят от коры головного мозга и идут к артикуляционному аппарату. В первую очередь, безусловно, нарушения проявляются в расстройствах артикуляции звука. То есть ребенок плохо артикулирует, у него плохая мимика, у него большие проблемы с тем, чтобы поставить правильный язычок при произношении звука, движение губ нарушено и так далее. Нарушение голосообразования может быть, то есть это либо тихий голос, либо резкий такой голос, как бы рваный получается. Происходит изменение темпа речи, ритма, интонационная выразительность совершенно другая. Безусловно, все эти нарушения проявляются в разной степени, в различных комбинациях, в зависимости от того, где находится локализация поражения, то есть где находится поражение, что было задето, что было нарушено. И, естественно, от того времени, когда возник дефект. И как мы уже повторяюсь, да, скажу, что чаще всего дизартрия в чистом виде проявляется у детей с нарушением центральной нервной системы, и в первую очередь это дети ДЦП. То есть это большая часть детей, это 65-85% от всех детей, которые вот имеют такой диагноз. Однако
нужно помнить, что не обязательно, если вашему ребенку поставили диагноз дизартрия, он у вас является ребенком ДЦП. Дизартрия может проявляться в легкой форме, однако это все-таки сложное нарушение, это не просто на уровне физиологии, это все-таки уже органическое поражение, и нужно относиться к этому вполне серьезно. Посмотрим, какие бывают формы дизартрии. Ну вот на слайде представлено, да, что это бывает корковая, подкорковая, мозжечковая, бульбарная, псевдобульбарная и так далее. Но сейчас мы с вами немножечко разберем, что же такое каждая из форм. Первое, да, специально сделали такие вам интересные слайдики, на которых очень хорошо видно, ну, мозг, да, вот здесь представлен, и отдельные части мозговые, да, которые отвечают за различные участки коры головного мозга, которые могут поражаться, когда стоит у ребенка диагноз дизартрии. Ну вот первое поражение, это очаговое, вот красненьким отмечено, да, коры головного мозга. Это корковая дизартрия, то есть вот отсюда идет, да, кора, то есть корковое поражение. В первую очередь, конечно же, это двигательные. И дети способны, конечно же, да, безусловно, четко произносить изолированные звуки. Детки могут говорить, но в речевом потоке, когда ребенок общается, когда ребенок говорит, у него искажаются эти звуки. Возникают замены одного звука на другой. Проблемы в сочетании звуков, особенно когда, допустим, ст, стол, стул. Дети могут говорить тул, тол и так далее. Трудное произношение слов, если слово сложное, например, температура, да, сложные слова по звукослоговой структуре. Естественно, тогда дети с большим трудом воспроизводят артикуляционную позу и не могут правильно произнести слово. Нужно понимать, что вот это уже видно в возрасте 4-5 лет, когда вот уже ребенок очень сложно произносит различные звуки и слова. При коррекции, вот именно при корковой дизартрии, дефектные звуки очень быстро исправляются в изолированном произношении. То есть ребенок у вас сможет произносить звуки изолированно, каждый по отдельности, но в речи звуки будут с трудом произноситься. Допустим, ребенок изолированно хорошо произносит звук «з», но если это в речевом материале, если это слово-поток, то там звук может глотаться, заменяться и пропадать. И это первый звонок, это первый важный такой признак, что вам срочно нужно обращаться и работать с логопедом, со специалистом, с дефектологом и так далее. Далее, при корковой дизартрии еще нарушается моторика артикуляционного аппарата. То есть дети с трудом еще переходят от одного звука к другому. То есть когда ребенок произносит какое-то слово, нужно внимательно следить. Это даже если маленький ребенок, если у него все в порядке, если у него все хорошо, он легко произносит любые слова, но ребенок с дизартрией будет эти слова, будет эти звуки зажевывать, заменять, либо пропускать вообще, для того, чтобы облегчить себе произношение. Поэтому такая речь, безусловно, очень плохая, она смазанная, она кашеобразная. Далее, следующее, это подкорковая. То есть, когда поражение происходит вот в этих узлах головного мозга, и идет нарушение мышечного тонуса и проявляется нарушение гиперкинеза. То есть у ребенка проявляются какие-то насильственные движения. Когда он начинает что-то говорить, у него могут быть проблемы с мимикой, с движением губ, языка и так далее. В связи с этим, естественно, у ребенка нарушается вся просатическая речь,
Это темп, ритм, интонация, нарушается артикуляционная моторика, голосообразование, проблемы с речью, проблемы с дыханием, проблемы с воздушным потоком речевым. И все это приводит, естественно, к специфическим дефектам, которые могут меняться в зависимости от состояния ребенка и отражаются на коммуникативной форме речи в любом случае. То есть ребенок с детьми очень плохо коммуницирует за счет того, что у него большая проблема. Он не может иногда высказаться правильно, потому что не может произнести звуки. У ребенка иногда возникают не просто насильственные движения, да, когда у него проблемы с артикуляцией, с мимикой, а иногда даже непроизвольные, неконтролируемые какие-то движения возникают в этот период. Вот. Иногда насильственные движения проявляются не только в процессе, когда ребенок начинает общаться или говорить, но и в состоянии покоя. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые педагоги, если у вас есть такой ребенок, если у вас такой ребенок, обратите внимание, да, на это. И обязательно обратитесь к специалистам, потому что, как мы уже всегда знаем, что чем раньше мы начинаем какие-то коррекционные действия, какую-то работу, тем, естественно, лучше происходит обучение ребенка, тем лучше происходит восстановление речевого потока, тем легче ребенок потом поступает в школьное обучение, тем проще ему будет обучаться и коммуницировать со своими друзьями. Далее. Более сложная форма нарушения – это бульбарная дизартрия. Она достаточно тяжелая, встречается не так часто, как, допустим, корковая или подкорковая. Вот. Но бывает и проявляется при заболевании продолговатого мозга. То есть вот здесь оно у нас показано. При этом нужно помнить, что разрушаются расположенные там ядра именно двигательных нервов. То есть те нервы, которые помогают глотать, двигать языком, когда чувствительность пропадает мягкого неба, когда идет нарушение жевательных функций. То есть на это все нужно смотреть. Если у вас ребенок плохо жует, не может пережевывать твердую пищу, если ребенок плохо глотает, если у ребенка проблемы с движением языка, с артикуляцией, нужно не ждать чего-то и море погоды, да, а нужно уже вовсю бежать к специалисту, который поможет вам. И здесь уже, безусловно, работа не только одного логопеда, но и специалистов медицинских учреждений, где у вас должно проходить, безусловно, медицинское лечение, сопроводительно с коррекционной работой специалиста-логопеда и дефектолога. При бульбарном поражении очень маленькая подвижность голосовых складок. У ребенка становится гнусавый голос, слабость голоса, то есть ребенок еле говорит в нос. Все звуки очень похожи, как будто бы у ребеночка заложен нос. Да, вроде бы и соплей нету, вроде бы и насморка нету, но ребенок говорит всегда в нос. И вот эти вот вещи дают речь такую невнятную, нечеткую, очень медленную. Лицо практически без мимики, потому что либо это паралич, либо порез каких-то частей мышц. И, естественно, за счет этого ребенок говорит не очень четко, не очень ясно, и для него это большая проблема. Следующее нарушение – это псевдобульбарное. Здесь нарушены уже проводящие пути, которые идут от коры головного мозга и помогают, если проще говорить, помогают нам говорить. Естественно, такого ребенка видно сразу, видно с рождения. У ребенка нарушается и общая, и речевая моторика. У ребенка очень видно сразу же проблематика, потому что он плохо сосет, он плохо глотает, у него очень большое слюнотечение, у него нарушается мускулатура лица. То есть
при таком поражении очень много проблем возникает у детей. Причем вот эта псевдобульбарная дизартрия, она встречается гораздо чаще, чем остальные. На это стоит обратить внимание. Несмотря на то, что достаточно сложное нарушение, есть возможность коррекции. То есть чем раньше мы начинаем коррекцию, и даже с таким вот заболеванием, как дизартрия, с таким вот сложным логопедическим диагнозом, чем раньше мы начинаем работу, тем лучше и качественнее происходит коррекционная работа, тем лучше становится речь у ребенка, и всегда есть возможность вывода ребенка на норматив. Конечно, говорить о полнейшем восстановлении речевого потока, речевых звуков при дизартрии не стоит, потому что все дети разные, у всех детей различный организм, своя специфика развития и артикуляции, и артикуляционного аппарата, и двигательных навыков. Поэтому у кого-то практически без следа, у кого-то остаются какие-то малейшие нарушения, но они всегда как бы исправимы и уже не так сильно влияют на коммуникацию ребенка в обществе. Далее. Сложная, конечно же, мозжечковая дизартрия. При этом нужно понимать, что мозжечковая, она в чистом виде встречается крайне редко, очень-очень такая сложная, поэтому это особые случаи, когда вот действительно какие-то серьезные проблемы происходят, интоксикация и так далее. Итак, если нам попадается такой ребенок, когда ребенок приходит на обследование к логопеду, и если у логопеда проявляется подозрение на то, что у ребенка все-таки есть вопрос, либо это дизартрия, либо это дислалия, и нужно все-таки выяснить, в чем проблема, да? Естественно, мы проводим как логопеды полное логопедическое обследование, где выявляем не только, как ребенок произносит звуки, то есть хорошо или плохо у него произносится звук, как он использует слова, как он проносит слова. Нет, происходит полное обследование ребенка. То есть здесь идет и произносительная сторона, то есть это звуки, это слова, это то, как ребенок владеет речью. Это грамматика, то есть как ребенок может видоизменять слова, как он ими пользуется в речи, как он умеет объяснять, описывать предметы и так далее. Полное обследование словаря, то есть насколько у ребенка объем словаря на данном этапе есть и как он им пользуется. И, безусловно, это обследование моторики. Моторики различного вида. Моторики артикуляционной, моторики мелкой, то есть это рука, как действуют пальчики, насколько ребенок умеет этим владеть. И обследование общей моторики, то есть насколько ребенок хорошо себя чувствует даже при ловле мяча, да, или там подпрыгивании и так далее. То есть здесь идет обследование всей моторики, то есть как ребенок умеет двигаться вообще во всех его проявлениях. Следующее, вот как раз моторные функции. Здесь смотрится это артикуляционный аппарат, моторика, мелкая моторика, общая моторика. То есть все то, что я вам рассказала. Смотрит движение языка, получается у ребенка, насколько хорошо получается, каким образом это происходит и так далее. Обследование артикуляционной моторики в первую очередь начинается с состояния покоя, то есть когда отмечаются, насколько равны или не равны носогубные складки, есть или нет у ребенка парезы, есть или нет у ребенка какие-то проблемы именно в мускулатуре лица, потому что если они существуют, безусловно, и речь будет нарушена. Поэтому смотрится, есть или нет в покое, и если в покое у ребенка проявляется либо асимметрия, либо какие-то насильственные движения, безусловно, это все записывается, и тут уже первое же подозрение на дизартрию. Далее идет обследование артикуляционной моторики, когда смотрят
движение артикуляционного аппарата. Это движение губ, движение челюсти, языка, состояние мягкого неба, все ли там в порядке, может ли ребенок глотать, как это у него получается, как ребенок двигает языком вверх, вниз, вправо, влево, вперед, назад, может ли он его поднять, понимает ли он инструкцию и так далее. Неречевые пробы. Естественно, проверяется, насколько хорошо ребенок владеет языком. То есть здесь нужно понимать, что насколько хорошо функционирует все у ребенка. И нужно помнить еще очень важную вещь, что диагноз дизартрия единолично одним специалистом не выставляется. То есть здесь ребенок должен пройти обследование у невролога и у логопеда. И только лишь в этой ситуации, в этом случае, если у специалистов будут совпадения, да, понимание того, что да, действительно это идет нарушение все-таки органического характера, то тогда да, диагноз дисартрия выставляется. При диагнозе дисартрии нужно помнить, что дисартрия бывает как явной формы, так и стертая форма, когда ее необходимо отличить от обычной формы дислалии, то есть обычного нарушения физиологического, когда у детей просто нет звуков в речи. Ну, как я уже и говорила, да, происходит обследование общей и мелкой моторики, выполняются различные упражнения для выявления и обследования. Происходит обследование звукопроизношения, когда проверяют, как произносится звук в начале слова, в конце, в середине слова, когда отмечаются формы произношения, да, и искажения, то есть какие они. То ли это замена, то ли это искажение звука, то ли это полное отсутствие звука происходит, да, то ли ребенок просто заглатывает звук и так далее. Естественно, после того, как ребенку поставили диагноз дисартрия, падать в обморочное состояние, обижаться на всех специалистов не стоит, а стоит в первую очередь задуматься и, безусловно, пойти на сотрудничество со специалистами, которые вам будут помогать восстановить речь вашего ребенка. И вот как мы смотрим, да, такая пирамида волшебная, которая помогает нам понять, что необходимо ребенку с дисартрией. Безусловно, это медикаментозное воздействие, поскольку это все-таки органическое поражение. Если вам предлагают физиолечение, никогда не стоит отказываться, потому что оно в ряде случаев очень эффективно помогает детям с дисартрией. Обязательно лечебная физкультура, поскольку у детей чаще всего нарушена моторика, не только мелкая, артикуляционная и так далее, но и общая моторика. Безусловно, нужен массаж во всех его проявлениях и видах. И самая главная вершина айсберга – это логопедическая работа. Большая, трудная и кропотливая, в которую очень бы хотелось, чтобы вы, родители, обязательно включались. Потому что без вашей помощи, без вашего повторения в домашних условиях, работа логопедической будет идти очень долго и трудно. Направление коррекционной работы, понятно, здесь они немножечко разбиты, что рассказано более подробно. Это медикаментозное лечение, воздействие и так далее. При обучении звукопроизношению в первую очередь обращают внимание на развитие воздушной струи и на развитие речевого дыхания, потому что это очень важный компонент. Очень важное направление – это развитие фонематического восприятия, то есть то, как ребенок воспринимает звук на слух, формирование звукового анализа и так далее. То есть как ребенок слышит звук, как он его быстро находит, как он его воспроизводит после того, как он его услышит. Развитие темпа, ритма, интонационной выразительности, коррекция общего недоразвития речи, то есть вообще в проявлении. То есть учат детей не только правильности звуков, правильности речевого потока, но и умению объяснить, описать, рассказать и так далее. Ну и, естественно, моторика.
Моторика, безусловно, это массажи, это артикуляционные гимнастики и так далее. Ну, вот здесь показаны картинки, да, то есть все то, что можно использовать, безусловно, в домашних условиях, которые можно применить дома. Это обычные мыльные пузыри, это вертушки различные и так далее. При расстройстве ритма, безусловно, интонационная выразительность используются различные игры, чтение сказок, театрализованная деятельность, о которой у нас тоже в консультационном центре очень часто как бы проводятся вебинары, семинары специалистами. Далее развитие мелкой моторики, то есть это и пальчиковые гимнастики, это работа с мозаикой, с пластилином, это рисование карандашами, красками, это работа с ножницами, это аппликации, это перебирание бусинок и так далее. Развитие общей моторики, это и корректирующие гимнастики, индивидуальные занятия, физкультурные занятия и так, ну, и достаточно другое большое количество. Как я уже и говорила, дислалия и дизартрия, они очень между собой похожи. Разница лишь в том, что нарушение при дислалии происходит при нормальном слухе и при сохранной иннервации речевого аппарата, то есть снабжении мышц нервами. Дислалия – это обычное физиологическое либо функциональное нарушение. Дизартрия – это все-таки уже органическое поражение. И здесь как раз-таки снабжение мышц нервами недостаточные, иногда отсутствующие. Поэтому вот здесь вот нужно понимать разницу, что дизартрия – это более серьезное нарушение, к нему нужно более серьезно подходить. А теперь я вам предлагаю такую табличку, чтобы можно было понимать, что дислалия и дизартрия отличаются. При дислалии нарушается фонематическое восприятие, да, и звукопроизношение, причем все остальное у ребенка остается в норме. При дизартрии все эти вещи нарушаются. Вот это, в принципе, такой небольшой материал по дизартрии, который я вам хотела рассказать. И сейчас я отвечу на некоторые вопросы родителей по дислексии и дисграфии. Что же такое дисграфия и дислексия? Ну вот, в принципе, та же самая простая дислалия и вот сложная, да, сложный диагноз дисартрия могут привести впоследствии в школе к таким серьезным диагнозам, как дисграфия и дислексия. Дисграфия – это нарушение письма. То есть, когда ребенок пишет с большими грамматическими ошибками, когда он не слышит правильность звуков в силу своих физиологических особенностей, как правильно написать. То есть это нарушение, отражающееся на письме. Все нарушения устной речи всегда отражаются на письме. Поэтому будьте бдительны и будьте внимательны. Что же такое дислексия? Это расстройство навыков чтения. То есть это нарушение, вызванное либо недостаточной сформированностью, либо распадом функций, участвующих в осуществлении процесса чтения. Понятное дело, что процесс чтения – это достаточно сложный процесс, и на это нужно обращать внимание. Каким образом определить, есть у ребенка все-таки дислексия или нет? Ну, в первую очередь, конечно же, нужно обратиться к специалисту, но вы, как родители, которые находитесь всегда рядом со своими детьми, вы можете это отследить. У ребенка происходят специфические затруднения во владении чтением. У ребенка идет смешение, замены звуков, побуквенное чтение, искажение слоговой структуры, аграмматизмы, нарушение осмысления прочитанного. То есть ребенок что-то прочитал, и впоследствии он вам не может объяснить, что же он прочитал. Он не может сложить эти звуки в единый речевой поток и объяснить, да, что же за слово он прочитал. Причинами дислексии, естественно, могут быть как биологические факторы, то есть вызывающие какую-то патологию. Вот то, о чем мы говорили. Опять же, гипоксия, токсические поражения, инфекционные какие-то поражения. Если ребенок переболел
какими-то заболеваниями серьезными, либо если бы мама во время беременности переболела краснухой, корью, герпесом, ветрянкой, тяжелым гриппом и так далее. Это все может отразиться. Механические повреждения, то есть это внутричерепные какие-то кровоизлияния, такие черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, опять же детские инфекции, это такие полиомиелит, корь, краснуха, тяжелые заболевания, последствия, точнее, гриппа и так далее. Дислексия очень часто возникает при алалии, дизартрии и афазии. То есть это все заболевания, это все диагнозы логопедического характера. Но вот дизартрию мы сегодня с вами разобрали и прекрасно понимаем, что если с дизартрией не работать в дошкольном возрасте, то она в итоге приведет ребенка уже в школе к нарушению чтения и письма. Что же необходимо делать, если у ребенка все-таки возникла дислексия? Традиционно, конечно же, предполагает дифференцированную работу всех специалистов со всеми сторонами устной речи и неречевыми процессами. Внимание уделяется коррекции дефектов звукопроизношения, поэтому к школе обязательно у ребенка должны быть сформированы все звуки правильно. Далее. Полноценное фонематическое восприятие, то есть фонетико-фонематические нарушения должны отсутствовать. Если таковые имеются, то, безусловно, с ребенком нужно работать для того, чтобы развивать его фонематическое восприятие. Далее, формирование представления о звукобуквенном анализе, о слоговой структуре слова, слоговой синтез, то есть уточнение и обогащение словаря ребенка, усвоение ребенком грамматических норм родного языка, грамматические системы словообразования и словоизменения должны быть у ребенка, слухоречевую, слухозрительную память развивать зрительно-пространственные представления, зрительный анализ, зрительный синтез. Обязательно развитие пространственных представлений. Понятно, что все эти нарушения корректируемы, но всегда вовремя. Поэтому, уважаемые родители, если у вас возникли вопросы, а все ли в порядке, а вот этот или тот ли диагноз нам правильно выставлен, не спешите, не торопитесь, не закрывайтесь, а обязательно обратитесь к специалистам. Ну, на сегодня у меня все. И если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите нам, обращайтесь на сайт нашего консультационного центра. Мы с большим удовольствием ответим на все ваши вопросы и проведем для вас бесплатную консультацию. Всего доброго. До свидания.